Древняя китайская мудрость гласит: один день, проведенный в беседах с мастером, заменяет целый месяц чтения книг. Это программа «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. А соответствует ли истине это китайское изречение, мы попробуем проверить прямо сейчас в беседе с настоящим мастером ушу стиля тайцзи цзюань, пятикратной чемпионкой Европы и серебряной призером чемпионата мира по тайцзи цзюань Светланой Кобяковой. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. А я вычитала, что у вас есть еще и китайское имя Чэнь Имэй. Да. В переводе «цветок китайской сливы». Да. Расскажите, пожалуйста, как вам дали это имя, как это произошло? Я знаю, что вот вы ездили учиться к мастеру Чэнь Цзэцзян. Да. Это мой шифу, то есть это мой, можно сказать, отец-наставник. В Китае вообще есть такая система, когда учитель берет тебя в личные ученики. То есть это означает, что он принимает тебя в свою семью и становится тебе как отец. Вот. То есть просто человек, который тебя учит, просто человек, он лаоши, то есть учитель, да? А шифу это вот, ну… Больше, чем учитель. Больше, чем учитель, это как отец-наставник, да. И в 2015 году я прошла вот эту церемонию, которая называется Байши, когда меня посвятили в личные ученики моего шифу, мастер Чэнь Цзы Тянг. Вот. А имя китайское он мне дал раньше. И я приехала туда впервые в 2011 году. Вот. И настолько прямо почувствовала, что это все мое родное. На следующий год приехала и даже захотела, чтобы… Ну как, кругом все китайцы, у всех китайские имена, я одна Светлана. Причем никто не мог запомнить мое имя русское. И я попросила учителя дать мне имя. Вот он думал достаточно долго, где-то недели-две, наверное. И вот пришел и сказал: я тебе даю имя, вот такое вот. Чэнь — это его фамилия, и Мэй — это ну, цифра 1, как бы считается, первая, да, Мэй — это цветок китайской сливы. И вот он прямо так поэтично сказал: вот ты с севера, у них китайская слива, она же расцветает, вот как у нас подснежник, когда еще снег лежит. И вот он сказал: вот ты с севера, вот стойкая такая, занимаешься там, несмотря ни на какие холода. И вот даю тебе такое имя Чэнь Имэй. Я прямо от волнения там на челюсть отвисла, не знала, что сказать. Там вот сказала так: спасибо. Светлана, вот для обывателя, конечно, все слышали слово ушу, тайцзи цзюань, ну, менее распространенное, да, ушу, цигун. Вы раньше были инструктором по цигун и ушу. Вот тайцзи цзюань — это, ну, как я вычитала, что это одно из направлений ушу. Да. В переводе означает кулак великого предела. Кулак великого предела. Угу. Вот. И там же в Википедии, в ушу, был написан, значит, ну, вот список этих разных направлений. Вот, там 45 названий я насчитала, и то список неполный. Вот, почему именно тайцзи цзюань? Внутренне, подспудно, я как бы очень давно хотела заняться. Ну, я не знала чем, но я хотела заняться чем-нибудь таким, да, чтобы там традиционное, восточное, с медитациями, с внутренней работой, не только чтобы на физику был упор, но и на развитие внутренней энергии, силы духа. И вот в 2005 году у нас начались зарядки на площадях. И вот по счастливой случайности у нас на площади Победы зарядки вел Василий Самсонов как раз в стиле тайцзи цзюань, именно тайцзи цзюань в стиле Чэнь. Я пошла туда, мне очень понравилось, прям почувствовала, что это мое. Летом приезжал китайский мастер Шэньжи, я прошла у него двухнедельный семинар по жесткому цигун. Вот. И осенью я уже пошла в секцию в университет вот, к Василию Самсонову и занималась там вместе со студентами. Ну, всем занимались. Там не только был тайцзи цзюань, но и было традиционное ушу, шаолинь цзюань, и саньда. Мы там и ручками били, и ножками пинали. И цигун тоже занимались. Ну, в общем, всего было понемногу, но больше всего я чувствовала, что у меня душа лежит именно в тайцзи цзюань.
Мгм. Ну а давайте поясним. Ушу – это такое общее название для боевых искусств. Для китайских боевых искусств, да, в переводе с китайского означает воинское искусство, ушу. Мгм. И в нем очень много направлений, стилей вообще не сосчитать. И я с удивлением узнала, что, оказывается, кунг-фу и ушу – это вообще одно и то же. Если брать именно китайский язык, то кунг-фу и ушу это не совсем одно и то же. Да? То есть для западных людей кунг-фу и ушу, да, одно и то же, благодаря вот этим китайским гонконгским фильмам, да, где человек приходил и говорит, мое кунг-фу лучше твоего. На самом деле кунг-фу, вернее гунг-фу, да, гунг-фу – это мастерство, приобретенное упорным трудом, упорными тренировками. То есть оно может быть в любом деле, абсолютно. Оно может быть в каллиграфии, да? Оно может быть там, не знаю, в чайной церемонии, ну, то же самое ушу, да, или, допустим, вот вы очень мастерски ведете эфир, тоже гунг-фу, да, то есть высокое гунг-фу. И на самом деле человек, который приходил вот в боевиках этих и говорил, мое кунг-фу лучше твоего, означало, что он говорил, мое мастерство лучше твоего. Вот. То есть это профессионализм просто в любой области, можно сказать. Да, можно сказать так, да, высокий. Высокий профессионализм. Давайте сразу еще определимся с терминологией. Цигун – это… Гун, опять-таки, работа, да, цигун, ци – это энергия, гун – это работа. То есть цигун – это работа с энергией, все, ничего более. То есть это это не тайцзи-цюань, то есть цигун и тайцзи-цюань – это не одно и то же. Люди часто просто путают, да. Просто вот это как физика и математика. То есть физика, она не может обойтись без математики, да. То же самое тайцзи-цюань не может обойтись без цигун. То есть это одна из базовых вещей, но не все, не весь тайцзи-цюань – это цигун. И цигун вообще, он ну, как составляющая любого… Китайского боевого искусства, да. Ну, в разной мере, то есть в зависимости от стиля. Не зря вы сказали, физика без математики не может обойтись, потому что я знаю, что вы по первому образованию физик. Да. Второй у вас диплом гемолога, третий у вас диплом менеджера. Да. Вот. Как так получилось? Ну, в какой момент… Вот вы сказали, в 2005 году вы пришли впервые заниматься ушу. До этого пытались заниматься карате, да, насколько я знаю. Да, то есть когда я искала, вот хотела что-нибудь такое, я ходила туда-сюда, искала свое. Я ходила на кикбоксинг к Андрею Артамонову. Потом я пошла на ушу к Эсену Сайдыкулову. Тогда я ничего не поняла, я просто ушла. Там я немного позанималась, месяца 3, наверное. Вот. Потом я еще ходила в Шотокан карате, тогда был клуб Кутсюр в университете, туда сходила. Потом кикусинкай карате, айкидо, к Геннадию Токареву ходила. Вот чуть-чуть дольше задержалась в секции кикусинкай карате, ну, потому что тогда еще был жив Масутацу Аяма, и по всему миру там он прямо следил за тем, чтобы все проходило в традиционный, да, по канонам. Вот, и это мне нравилось. Вот. Но потом тренер уехал вскоре, и, в общем-то, я забросила и ничем не занималась. Потом какое-то время то ходила на фитнес, то ходила в тренажерный зал. Ну и потом уже вот появилась. Ну вот когда вы только начали заниматься ушу, думали ли вы, что это станет вообще делом жизни? Нет, я так не думала, я просто почувствовала, что это мне очень нравится, и я этим хочу заниматься. Все. Начала заниматься, потом через год Василий Самсонов такой подходит, говорит, а не хочешь ли на чемпионат Европы поехать в Париж? Вот, и, ну, конечно, чемпионат Европы как-то, мне казалось, ну, ладно, там, а Париж хотелось увидеть, вот, и я собралась и поехала, думала, ну, начинающая же все-таки, всего год занималась, и думала, ну, попаду в 10, будет очень хорошо. Потом как-то так получилось, что я завоевала бронзу, была первая моя медаль, взяла бронзу, и какие-то вот ощущения были ничего себе, как-то так это крутовато. Причем вам уже около 40 лет ведь было, да? Да. Вот. И после того, как приехала, Василий сказал, ну все, беру тебя в Гонконг на международный турнир буквально через 3 месяца. Поехала в Гонконг, взяла там уже серебряную медаль. Где-то через некоторое время просто Самсонов отдал мне группу одну
Пацигун и Тайдитянь. Сказал, все, вот тебе группа, веди. Вот, и я так начала вести. Потом потихоньку почувствовала. Но это было как хобби сначала, Да, ведь, конечно, да? Просто как вы хобби, работали. да. Потом, ну, и вела, и работала параллельно в ювелирной компании. Ну, потом почувствовала, что Тайдитянь меня тянет намного больше, вот, чем что-либо еще. И, в общем, я встала и ушла в Тайдитянь. В чем Тайдзюань школы Чень, получается, вы учились прямо у семьи Чень, то есть из первоисточника? Да. Вот как так вообще получилось, что вы туда попали? Ну вот, когда я начала вести группу Тайдитянь, ну потихоньку у меня потом появились детские группы, я вела там все. Я вела ушу и вела Тайдитянь. Плюс еще занималась бумажными делами Федерации ушу Якутии. Вот. Но все это время мне хотелось все свое время посвящать только Тайдитянь. Вот копилось. И вот однажды я опять встала и ушла из Федерации ушу и зарегистрировала Якутскую школу Тайдитянь. У нас автономная некоммерческая организация. А до этого, вот когда я еще работала в Федерации, я начала искать просто учителя. И как-то случайно наткнулась на имейл школы семьи Чень. И написала, и я... И надо сказать нашим зрителям, да, что семья Чень, она и основала этот стиль Чень в 1700 там, каком-то году. Да. То есть Тайдитянь был создан в этой семье, и оттуда, от Тайдитянь стиля Чень, возникли остальные еще Стили стили. Тайдзюань. Да. И работая в Федерации, я начала искать учителя, вот нашла имейл случайно каким-то образом, написала им без всякой надежды, что ответит, потому что, ну, это все равно, что, знаете, как обычно девочки, гимнастки, художественной гимнастки, написать в школу Ирины Винер, самой Ирине Винер, да, и попросить ее взять в ученики просто так с улицы. Еще и в другую страну. Да, и ну как-то неожиданно они ответили согласием, сказали, приезжайте. И я поехала. На недельку первый раз поехала. Вы тогда китайского еще не знали? Нет, практически нет, не знала. Угу. Съездила туда на недельку и приехала, и прямо было ощущение, как будто я приехала Домой? домой к себе в родные края, вот где после долгой разлуки. Вот сейчас Чинзягоу, как бы, когда Тайдитянь стал всемирным наследием человечества, включен в список всемирного наследия человечества, Чинзягоу стал очень хороший, там, красивый. Тогда он был еще не очень такой гламурненький, грязненький, местами обшарпанный, да, но все равно вот мне каждый даже обшарпанный уголок казался таким милым. И я поняла, что видимо, неспроста. На следующий год я приехала уже на 2 недели, но все равно уезжала со слезами, прямо вырывала тут с мясом себя. Вот. Потом приехала на месяц, потом на следующее лето уже на все лето. Я с тех пор каждое лето езжу. Нашла своего учителя. Очень благодарна судьбе, что вот удалось с ним встретиться. Собственно, вот так. И главное, что они приняли меня тоже как-то очень хорошо с первого раза. Ага, и, в общем, вот так вот я попала в школу семьи Чэнь. Мой шифу, мастер Чэнь Зычанг, он представитель 20-го поколения семьи Чэнь. И поскольку вот я принята уже как бы в семью, меня действительно включили в генеалогическое древо передачи традиций. Я сейчас 21-е поколение носителей традиций Тайдитянь семьи Чэнь. Ну и я подозреваю, что немногие ученики удостаиваются такой чести. И это не сам учитель выбирает, этот ученик должен выбрать учителя и попросить у него взять. Я на самом деле, вот как приехала, я сразу хотела набиться, это было бы чрезмерной наглостью, и я попросилась где-то на 4-й год только. До этого года 2 вот все ходила, шаркала ногами, подходила к дверям, уходила обратно. Хотя он вам тогда уже имя дал Да. со своей фамилией, Да. причем, да? Да. И надо полагать, что он тогда уже был готов, видимо, принять меня в ученики, но это вот я сама не осмеливалась.
И когда попросила, вот, спросила у него, вот, возможно ли, что вы станете мне шифу, я ждала, думаю, ну, подумаю, там, типа, ну, там, или ты не готова, чуть попозже, может, скажет, а нет, он как-то сразу, окей. В присутствии, да, старейшин рода это все делается. В музее, там есть храм предков семьи Чэнь. Там рядом со школой музей Тайзитянь, самый большой в Китае. И там есть храм предков семьи Чэнь. И вот в этом храме меня приняли в личные ученики. Ну, это прямо ну, какая-то церемония, да? Да. И произносишь клятву. В общем, все как... А в клятве там какие основные положения? Дело в том, что я тогда, опять-таки, не очень хорошо владела китайским, но положение само собой, что отдавать душу и сердце для сохранения традиций. Вот Мухаммед Али как-то сказал, быть боксером очень легко. Для этого надо думать как боксер, ходить как боксер, есть как боксер и пить как боксер. Вот. А может ли о себе сказать такое мастер ушу? Знаете, вот меня всегда смущает, когда говорят мастер ушу про меня, потому что я на самом деле не мастер, я только ученик. До мастера мне еще расти и расти. Вот. А так, ну, тайцзичуань для меня это просто образ жизни. Вот, да, вот как ты встал, почистил зубы, помыл лицо, ты также, такая же категория для меня это потренироваться с утра, встать столбом, покрутить шелковую нить, и какой-нибудь из комплексов повторить. Если позволяет время, то у меня утренняя тренировка длится 3-4 часа. Как правило. То есть я даже специально сейчас освободила первую половину дня для себя, для своей собственной тренировки, чтобы совершенствоваться самой в своем искусстве, расти в мастерстве. Ну и, конечно, это часть моей работы. А насколько, вот вы в начале разговора сказали, что там часть это физика, часть это работа с энергией, да? Вот на сколько процентов это работа с энергией? Знаете, там словами не делается упор на работе с энергией. Но внутренняя работа, она идет постоянно. Даже если ты работаешь на физику, да, то есть у тебя внутренняя работа все равно идет. То есть вот здесь в голове, ага, и с энергией. А так вот чисто энергетические упражнения именно, это вот стояние столбом и наматывание шелковой нити, конкретно энергетические упражнения, они... Допустим, отец моего шифу, мастер Чин Сяосин, заставляет, говорю, ну, правда, устаешь очень, да, по 40 минут стоишь столбом. Ну, это как, просто стоишь? Да, кажется, что просто стоишь, да, на самом деле очень тяжелая физическая работа. У меня пульс, я вот завела, браслеты же появились, и благодаря им можно не беспрерывно измерять свой пульс, и у меня пульс доходит до 120 при стоянии столбом. То есть со стороны каждый человек просто стоит, ничего не делает. А человек в это время там энергию гоняет, да, или что? Ну, энергию гоняет, да. Энергию гоняет, и зависит, конечно, от того, как низко вы сидишь. То есть стоишь это не на прямых ногах, а на полусогнутых. И чем ниже ты сидишь, тем, конечно, труднее. И стоишь ты не за счет работы мышц, а за счет натяжения сухожилий. Ну и, конечно, делаешь энергетическую работу, то есть укореняешься в земле, макушкой тянешься к небу, избавляешься от посторонних мыслей и позволяешь энергии течь по телу, и тогда вот твое тело усиливается. И имеет очень хороший оздоровительный эффект. Ту-ту-ту. Но вот до сих пор, в общем, с тех пор, как я занялась тайцзичуань, я практически перестала болеть простудными заболеваниями. У меня был хронический бронхит, он практически перестал меня беспокоить. И вот за время пандемии, вроде бы пронесло пока. Коронавирус тоже миновал, да? Да. И те, кто занимается тайцзичуанью в моих группах, есть такие, которые вообще тоже не переболели, а если переболели, то перенесли в очень легкой форме. Простояние столбом
примерно понятно. А наматывание нити это что? Ну это вот такое же медитативное упражнение, просто динамичное. Мы вращаем рукой в воздухе, перенося тяжесть тела туда-сюда, справа налево, с правой ноги направо, левую. И, собственно, тоже также укореняешься в земле, макушкой связываешься с небом, сливаешься со Вселенной в единое целое и чувствуешь, как энергия Земли и неба двигается вместе с вашими движениями. Ну, разговаривая с вами, понятно, что нужно, наверное, действительно целиком погрузиться в эту культуру, чтобы заниматься, чтобы быть учеником такого мастера, да. А вот, конечно, понятно, что китайская культура, она отличается от якутской, но все же есть ли какие-то что-то общее? Ну, если заглянуть совсем вот глубоко, да, то я считаю, что это одно и то же. То есть это опять-таки та же связь с природой, тоже трепетное отношение. Вот иебор, да, вот есть такое понятие у нас у якутов. То есть ты, укореняясь, связываясь вот ногами, укореняясь в земле, хотя бы при том же состоянии столбом, то есть ты сливаешься с землей. Иебор — это бирь-болан, ну как говоря по-якутски. Ну вот, и, в общем-то, и энергия ци, она состоит из вот тех понятий, которые вот у нас есть в якутском: салгын-код, ие-код, бор-код, это все вот одно и то же. Поэтому никаких противоречий не чувствуется. Тем более, что как бы это не религия же, все-таки это больше философия. Да. Да, и философии просто у разных народов разные, немножко они объясняют одно и то же, просто немножко разными словами и разными методами. Говоря о китайской культуре, нельзя не вспомнить о чае, да. Есть даже такая китайская поговорка, что лучше ничего не есть 3 дня, чем 1 день не пить чай. Вот. И я знаю, что вы любите дегустировать зеленый китайский чай, особенно тигуанин. Тигуанин, да. А что это за чай такой? Я вот, не особо разбираюсь в чае, но вот как знаю, это тулун знаю, там что-то вот. А тигуанин — это что за чай? Чай, он подразделяется на 3 основных вида. Да? Зеленый — это необработанный, то есть чайный лист берут, подсушивают, немножко поджаривают, может быть, да, и все. Потом его можно употреблять. Улун — это немножко ферментирует его, но он остается все равно зеленого цвета, изумрудный их еще называют. Вот. И есть ферментированные черные, по-нашему черные чаи, по-китайски красные чаи. Угу. Вот. И тигуанин относятся к улунам. Это самый такой распространенный, самый знаменитый. Ну и поскольку я его очень люблю, могу сказать, что самый лучший чай. Растет он в провинции Фуцзянь, самый лучший. Есть тигуанин еще в Тайване свой, очень интересный. Но мне больше всего нравится, конечно, китайский. Из провинции Фуцзянь, уезд Аньси. И вот нынче осенью, например, вот были такие хорошие условия произрастания чая, летом, видимо, да, что нынче осенний урожай был особенно хорош. Вот. А пристрастил меня к этому чаю наш друг. Он был такой Майнджо. Он приезжал даже в Якутск, у нас тут немножко преподавал ушу. Живет он в Харбине. И вот когда мы приезжали в Китай, раньше же только через Харбин, из Якутска напрямую можно было улететь. Вот, и мы прилетали в Харбин, шли к нему в гости, и его папа был большой поклонник чая тигуанин. Вот нас он угощал самым лучшим чаем, на самой лучшей воде, и показывал, что, как делать. Прямо так это все меня впечатлило, так понравилось, что с тех пор я этот чай просто обожаю. И без него не могу обойтись, пью каждый день. Специально привозите? Да, когда я езжу в Китай, я привожу оттуда. Сейчас, поскольку возможности ездить нету, я заказываю хороший чай. В Якутске у нас хорошего чая нету. Не только тигуанин, но, в принципе, и другого чая. Но именно того качества, которое я люблю,
Такого качества, конечно, в Якутске не встречается. Но вы ведь чайную церемонию сами умеете делать, да? Да, да. И это тоже какой-то способ медитации, тоже способ углубиться в себя, заглянуть внутрь, очиститься от хлама, опять-таки, да. Как-то этот чай тигуанин, он хорошо разум очищает, ты его выпьешь, сразу как-то все становится таким прозрачным и внутри, и вокруг тебя. И вот у меня домашние, например, они знают, что я когда пью свой тигуанин, меня нельзя беспокоить. То есть никто меня не трогает в это время. А как ваша школа пережила пандемийные ограничения? Ну, конечно, у нас наблюдается спад деятельности. До пандемии мы довольно активно принимали в мероприятиях разного плана, да, которых, конечно, в пандемию не стало. Мы с показательными выступлениями почти не выступали уже 2,5 года. Соревнований стало заметно меньше. В основном они проходили онлайн в это время. И в пандемию я перестала заниматься с детьми. Я вот 2,5 года уже не занимаюсь. Но поскольку у нас все нормализуется, я, наверное, осенью уже. А скучаете по детям? Ну, конечно. Они самые лучшие ученики. То есть с детьми интереснее заниматься, чем со взрослыми, да? Нет, не сказала бы. Немножко по-другому, просто мне их немножко не хватает, да. С детьми интереснее в том плане, что они же как губка все впитывают, да. Если вот попадается ребенок со способностями, вообще здорово бывает наблюдать за ребенком, когда он вот приходит осенью вроде какой-то неуклюжий, и если у него способности хорошие, есть трудолюбие, есть поддержка родителей, то к концу сезона это вообще, ну, другой ребенок. Вот. А со взрослыми тоже интересно. Интересно, когда тоже наблюдать, как человек трансформируется. Вот он приходит на занятие новичок один, и если ему это понравилось, если он втянулся, если он старается понять всю эту философию и занимается вот от всей души, со всем старанием, то через некоторое время опять-таки вот сразу видно, что человек трансформируется и в лучшую сторону это. И ведь это один из таких видов упражнений, которые вроде бы никогда не поздно начать заниматься, да, в любом возрасте. Да, ну я сама начала под 40 лет практически, да, то есть не будучи спортсменкой. И если честно, то я сама вообще балдею от тех изменений, которые произошли во мне. Потому что я в свои, вот сейчас скоро мне будет 55, у меня растяжка лучше, чем в 25. Физически я как-то вот и ловчее, и сильнее, чем было, допустим, была 30 лет назад. К вам ведь и пенсионеры тоже ходят. Да, да, у меня самой старшей ученицы 76. Чувствует себя здоровой, молодой, счастливой. Но ведь есть же тоже такой Тайди Цюань, говорят, что цель его – это сохранить долголетие и здоровье. Да. Но вообще Тайди Цюань на самом деле боевое искусство. Просто сейчас, поскольку у нас отпала необходимость защищать свои дома, там, не знаю, от разбойников или от чего бы то ни было, на первый план вышла оздоровительная часть, оздоровительный аспект этого искусства, который оказался, ну, по сравнению с другими, очень эффективным именно для и восстановления, и сохранения здоровья. А вот эти чемпионаты, там показательные просто выступления или у вас там прям спарринги? В Тайди Цюань есть такое направление, как туй-шоу, то есть толкающие руки. Это как борьба. Очень похоже, кстати, на наш якутский хапсагай. Вот. И есть, как вот вы говорите, показательные выступления, то есть демонстрационные. То есть ты выходишь и показываешь комплекс. Угу. И должен показать там определенный уровень мастерства. Все это судьи оценивают и, соответственно, распределяются медали. Я вот именно в таком виде получала свои медали. Но если что, то и подраться сможете? Ну, если что, в дыню, да, могу. Когда приходилось последний раз дыню давать кому-нибудь? Нет, не припоминаю. То есть искусство же ведь, на самом деле, искусство боя в чем? Закончить этот бой, да, еще не доводя до контактного.
боя. Давайте теперь перенесемся из Китая в Европу, потому что вы большая поклонница оперного искусства. О, да. Вот, получается, да, в 2020 году, да, если я не ошибаюсь, вы ездили в круиз Тикси-Якутск. 1 год, 8 месяцев и 3 дня назад. Вот, расскажите, как это было. Ну, в общем, на самом деле я оперу не любила, я даже ее, можно сказать, ненавидела. Когда, если по телевизору шла опера, я либо выключала, либо уходила, да, то есть казалось, что они воют, и ничего в этом прекрасного нету. Но потом, в 2020 году, вот как пандемия началась, обычно же я летом в Китай уезжаю, а тут лето в Якутске, мне предложили поехать в круиз инструктором утренних зарядок. С удовольствием поехала. И там в группе артистов была солистка оперы Зинаида Колодезникова. И вот 25 июля 2020 года, я даже время могу сказать, примерно в 21:30, слушая Зинаиду Колодезникову, я вдруг впала вот в медитативное состояние. Да? Обычно я вот впадаю в такие состояния только когда занимаюсь тазичань очень вдумчиво. Это бывает нечасто даже, да? То есть это меня шокировало даже. Ага, и с тех пор как-то заинтересовалась, заинтересовавшись, влюбилась в оперу. Причем заинтересовалась не только потому, что я вот как-то впала в медитативное состояние, слушая, да, оперное пение. Меня еще удивила Зинаида тем, что вот, скажем, перед выступлением вот мы стояли в коридоре. Группа сопровождения, она не сидит в зале, потому что в зале сидят туристы. Вот мы стояли в коридоре, разговаривали, вот, ну, Зинаида, ну, просто девочка Зина, мы с ней о чем-то болтали, вдруг ее объявляют, и тут вдруг она вообще меняется, как будто вот переключатель переключили. Она проходит мимо меня, размазывает мое энергетическое поле по стенке своей аурой. Я так удивилась, думаю, это что такое? Ага, пошла, послушала, опять впала в медитативное состояние. А на следующем выступлении вот она стояла, пела в микрофон, колонки звучали очень громко, там музыка громкая, соответственно, она поет в микрофон, ее тоже громко слышно. Тут у нее микрофон ломается, она его откладывает в сторону и продолжает звучать так же громко. Я, как физик, была очень этим поражена и, собственно, вот заинтересовалась и поняла, что оперное искусство – это вершина всех искусств, действительно. И это не просто искусство, это внутренняя работа тоже очень огромная. И для слушателей, и для артиста. Вот, и вы ведь создали кружок любителей оперы, сами начали брать уроки. Ну, мы просто с моими тазичанщиками решили сходить на оперетту Сильва как раз вот после того, как я, да, увлеклась оперой. Вот первый пример – это была оперетта Сильва. Мы, значит, создали WhatsApp-группу, назвали ее «Сильва». И, в общем, там обговаривали всякие детали, сходили на спектакль. И потом там же делились впечатлениями, все такие: о, давай, как классно, давай еще ходить, куда-нибудь еще пойдем вместе. Идея витала в воздухе, давайте оперный клуб сделаем, клуб любителей оперы. Давайте. Теперь мы вместе ходим на все премьеры, после спектаклей собираемся, делимся впечатлениями. И я в Инстаграм у себя иногда пишу про это, ну как иногда, в последнее время, конечно, ну, по каждому поводу, то есть если это был интересный концерт, если это был интересный спектакль, само собой какие-то внутренние чувства переполняют, хочется их выплеснуть. Вот я иногда пишу такие посты, и очень многие люди пишут, да, что в Инстаграме тоже пишут: о, как интересно, нам тоже захотелось сходить на оперу. Вот. А недавно меня ошарашила главный редактор Якутского вечернего Мария Иванова. Говорит: я прочитала ваш пост
а вы не хотите освещать местную оперную тему у нас в Якутске? Вот, и ну, немного подумав, я согласилась. У меня уже был первый материал, в феврале вышел. Пишите в газету теперь об опере. Теперь вот сама даже в шоке от того, что вот как бы самой крутой газете вдруг пришлась в пору моя, как я называю, писанина. Вы сейчас берете сами уроки оперного вокала. Да, вот мне, кстати, вот я же сказала, да, что меня как физика поразило, как это вот человек может так воспроизводить звуки, где у нее вот эти резонаторы все, как это все задействуется. Мне это стало очень интересно. И я пошла и взяла уроки вокала у Алены Яковлевой, Анна Дива, чтобы понять, как происходит это. Где этот звук вообще рождается, да? Звукоизвлечение, как оно делается вообще. Вот. Ну, пока до конца еще не поняла. Я поняла единственное, что это очень тяжелая работа. Очень тяжелая, внутренняя, физическая даже работа. И оперный певец, он... Мастер кунг-фу, если возвращаться. Да, у него работа идет всю жизнь. То есть от начала до конца он совершенствуется. И голоса даже формируются у них. Все очень зависит и от физиологии, и от тела. Не только голосовые связки, да, но и все тело работает при этом. И устает тело, допустим. Я вот к Алене ходила на распевках, допустим, распелась 10 минут, а по телу как будто пробежала, не знаю, 100-метровку. А ведь есть же еще китайская опера. Да, вот до китайской оперы, конечно, нужно дорасти. Я думаю, что вот как только границы откроются, я поеду в Китай. И, наверное, постараюсь там все-таки сходить на китайскую оперу. Я была на китайской опере, но Когда это было, они да. сюда приезжали, когда они, да? Нет. Нет? Когда они сюда приезжали, меня в Якутске не было. Я, наверное, была в Китае. Вот. Я в Китае была на китайской опере. Но это были времена, когда я и обычную оперу-то не любила. Поэтому усидела там чисто из вежливости к людям, которые меня туда пригласили. Ну, она потому что очень своеобразная. Да, очень Ну, своеобразная. очень там. Мне казалось, очень резкие звуки. Сейчас уже, зная, как происходит звукоизвлечение, мне очень интересно уже послушать вживую еще раз и почувствовать, увидеть, как у китайцев происходит звукоизвлечение. Вы ведь еще китайский язык выучили как-то так, сама собой незаметно. Да, ну жизнь оставила. То есть, когда ты в Китае, никого нет вокруг, кто бы говорил хотя бы на английском, то ты вынужден начнешь говорить. В 2011 году, когда я первый раз поехала, там в школе вообще не было никого, кто говорил на английском даже, что уж о русском-то говорить, да. И вынуждена, да, там хочу мясо, например, или там сколько стоит, да, как пройти, там слова такие, как туалет, выход, вход, там пошли, иди, спасибо, пожалуйста. Такие слова пришлось выучить, и потихоньку я смотрела уже и вывески, визуально изучала иероглифы, но уже по приезду в Якутск я начала брать уроки. Есть очень хороший преподаватель, Айталина Лазарева. Здесь, в СФУ? Нет, я частные уроки брала. И очень хорошая у нее методика. Я буквально через несколько занятий уже начала печатать на телефоне иероглифами. Поскольку я визуально их знала, вот, и очень сильно продвинулся китайский. Вот я когда на следующее лето уже туда поехала, уже все думали, что я китаянка, то есть поначалу. Все удивлялись, такие шары делали. А что так хорошо по-китайски говоришь, если... Я еще говорят смешно так, ну понятно, в России живешь там, типа, да, но китайские корни-то все равно есть. Вот, и когда объясняла, что вот мы, якуты, давно уже, веками живем у себя, есть свой язык, своя культура, очень удивлялись. То есть по-китайски вы сейчас без акцента разговариваете, получается?
Ну, сейчас если, уже если они не заподозрили? надо иметь, конечно, практику, да, то есть получается, я уже вот 2 лета не ездила, не практиковала китайский, конечно, он у меня сейчас упал. Это как физические упражнения, то есть если ты тренируешь, ты в форме, если нет, то нет. А так вот китайцы, почему они еще думали, что я китаянка? Потому что там же очень много диалектов. Да. Да. Поэтому, может быть, они думали, что вот, ну, там, где северяне думали, о, южанка, типа. И вот так вот относились. А так понимали, да, 100%. Ну и напоследок не могу вас отпустить без какого-нибудь китайского изречения. Приступая к трудному, начиная с легкого, и приступая к великому, начиная с малого. Ибо все трудное в этом мире состоит из легкого, а все великое из малого. И вот в тайзичане придерживаюсь именно этого, да, что это великое искусство я изучаю, иду маленькими шажками каждый день. Удачи вам и успехов на этом пути. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.